Камбажапципиков. Избранные труды. Часть 9. Дзангхава и его сочинение Ламрим Ченпо. Начатая мною уже несколько лет назад работа по разным причинам выходит на суд специалистов только теперь. Я отчасти рад такому случаю, так как у наших соотечественников интерес к миру, где господствует северный буддизм, теперь заметно увеличивается вследствие известных политических шагов правительства по отношению к Монголии и Тибету. Тибет и Монголия, гранича между собою территориально, находились с давних времен в постоянных сношениях. От Тибета к кочевникам-монголам перешла своеобразная культура, какая у них есть. Тибетцы составили для монголов их письменность. Тибетцы сообщили им теперь исповедуемую обоими народами религию, северный буддизм или ламаизм. Вся политическая и духовная жизнь монголов теперь основана на ламаизме, и думаю, что у них почти вся обыденная жизнь выработана ламаизмом, за исключением немногого, что заимствовано ими из китайской жизни. Но все последние заимствования исключительно в области внешней культуры. Масса заимствованных тибетских и санскритских слов, перешедших в монгольский, а через них и в маньчжурский язык, обязана своим распространением только ламаизму. Ввиду всего этого я считаю нужным вначале сказать несколько слов как о ламаизме с его основателем Дзангхавою, так и о влиянии созданной им секты на современный строй монгольской жизни в широком значении этого слова. Обращаясь к прошлому северного буддизма в Тибете, нужно сказать, что достоверное начало введения его в этой стране относится к середине XVII века при хане Сронзангамбо, который при помощи брачного союза вошел в сношение с китайским, тогда еще танским и непальским дворами. Принцессы жены его привезли статуи Будды Шакьямуни, которые известны теперь под именем лхасских двух Джу. Вместе с введением буддизма, как известно, была создана тибетская письменность и положено начало переводом буддийских сочинений санскритского и китайского на тибетский язык. Здесь напомню, что для составления тибетского письма был послан в Индию сановник Тонми Самхота. Там он изучил науки и, взяв за образец письмена Нагари и Вартула, составил уставные скорописные буквы. Тогда же был переведен на тибетский язык отдел Ганджура, Палчин. Но все это как бы только внешний прием буддийской культуры или внешнего культа, как говорят сами писатели, хотя тогда был в Северной Индии как раз расцвет буддийского богословия и логики с психологией. Приблизительно в эти века жили знаменитые философы школы Махаяны, Великой Колесницы, Чандракирти и Дхармакирти. Период такого внешнего почитания длился значительное время, а именно до конца VIII или начала IX веков, когда хан Тисрон-Давдзен, пригласив в Индии двух лам, это Падмасамбхаву и Шантаракшиту, поручил им преподавание буддизма или иначе содействие усвоению тибетцами духа религии. В это время вышел из среды тибетцев известный переводчик Вирадзана. Первый из этих учителей преподавал мистические учения, а второй – философию Махаяны. Они, по-видимому, не были хорошо осведомлены в высшей школе буддийской философии. По крайней мере, тибетцы от них не усвоили этих высших идей, и китайским хэшанам нетрудно было проводить свое учение. Например,
Один из них по имени Махаяна учил, что для достижения состояния Будды не нужны никакие размышления с критическими исследованиями вопросов, и в этом он имел значительный успех у тибетцев. Другая, противная китайская, индийская партия уговорила царя устроить состязание ученых Китая и Индии, для чего просила устроить публичный диспут и пригласила из Северной Индии писателя-философа Махаяны Камалашилу, который в диспуте победил Хэшана и дал, так сказать, господство в Тибете индийской науки по буддизму. Но Камалашила, хотя принадлежал к школе Махаяны Мадхьямиков, отрицавших бытие и небытие, но утверждал, что все существующее имеет свой корень, свою сущность. Это ставило его приверженцев школы мадхьямиков, свантантриков, то есть школы не самых высших мадхьямиков, прасангов. В конце IX века начались большие гонения против буддистов ханом Ландармой, которые прекратились, впрочем, не вследствие победы каких-либо буддийских идей, а в результате убиения царя одним ламой отшельником Балторже. Здесь я упускаю легенду о подвиге цареубийства этого монаха. Интересующийся может найти ее на странице 203 Тангутско-тибетской окраины Китая, так называется, сочинение Потанина. Монастырь в Амдо, связанный с именем этого героя, называется Марзанлха. Первое название произошло от цвета скалы, в которой построены храмы, а второе – от масти лошади, на которой, по легендам, бежал сюда убийца царя. От места убийства Лхасы до этого места его бегства, вероятно, более 1000 верст по прямому направлению через горы. X век нужно считать полным упадком буддизма в Тибете. В это время началось его увядание, и в Северной Индии под влиянием вновь развивающегося индуизма и прихода сюда воинствующего тогда ислама. Все же после убиения Ландармы вновь возникает в Тибете стремление к буддизму, и многочисленные уже ламы начинают снова ревностно обращаться к индийским ученым, совершая поездки туда, к ним, на родину или приглашая к себе. В середине XI века был приглашен Дипанкара Шриджняна, известный в Тибете более под титулом Джова Атиши. Последний был из школы тех же махаянистов, но уже принадлежал к разряду йогачаров, а в частности и к Чаттаматра, то есть к утверждающим, что все является только истинным произведением нашей мысли. Он действительно потрудился на пользу распространения идей буддизма в Тибете. Он дал свои сочинения, помогал одновременно переводчикам переводить их на свой язык, способствовал переводам многих санскритских оригиналов на тибетский язык. Он, по-видимому, впервые высказал идею, что людей нужно делить сообразно их умственным способностям на 3 разряда. Как бы то ни было, с его времени начинает развиваться в Тибете буддизм секты Кадампа, то есть последователи слов самого Будды Шакьямуни. И эта школа в первое время дала немало ученых и сподвижников, таких как бромский учитель Джалби Джанней и его знаменитые ученики. Они проповедовали предпочтительно правила нравственности, сообразуясь с пониманием людей, причем начинающим развиваться людям приводилась масса примеров, кои иногда поражают своей простотой темы, а иногда и неестественностью. Впрочем, Кадампа была только одной из тех многочисленных сект, кои образовались в Тибете почти в то же время. Перерожденец Туган в своем сочинении о сектах или школах перечисляет, за исключением незначительных, 6 сект в Тибете,
Нинма, Кадам, Карджут, Шиджит, Саджа и Джонан. Названия их произошли или от местности, или они возникли, например, Саджа и Джонан, или от преподаваемых предметов Кадам и Шиджет. Были секты, получившие свои названия от имени учителей, Карма, Булуг и другие. Сарат Чандра Дас перечисляет главные правила школ так. Первое – постоянное сосредоточение около достижения святости Бодхи. Второе – непрерывное внимание к состраданию в отношении всех живых существ. Третье – обожание и почтение к великому и драгоценному высокому существу, называемому Гончок. Четвертое – отречение от мирских наслаждений и занятий и пребывание в уединении для ограничения пределов занятий и желаний. Пятое – внешнее соблюдение правил и поведение, согласно с законами Винайи. Шестое – внутреннее, полное восприятие метафизической части тантр, называемых джедрим и дзогрим. Седьмое – практика сосредоточенного знания йоги, содержащего теории всемирной прозрачности и пустоты. Восьмое – понимание сущности философии Мадхьямика, посредством которой обеспечивается достижение положения святого. Возникновение многих сект в Тибете можно объяснить преимущественно территориальной разобщенностью и политической раздробленностью страны. Секты эти были независимы друг от друга. Политическое возвышение монголов в XVIII веке начинает проявляться в Тибете повышением их интереса к религии и возвышением лам секты Саджа или Сакья. Ламы этой секты, как известно, дали монголам алфавит и первое знакомство с буддизмом. В самом Тибете идет соперничество светских властей и религиозных сект, кои не имели еще особенно господствующего значения в народе, не усвоившем всех тонкостей буддийского учения. Но к XIV веку было уже переведено на тибетский язык большинство религиозных сочинений северного буддизма, основано много монастырей со значительным штатом духовенства. Из писателей этого периода особенно известны поэт и подвижник XI века Миларепа и ученый начала XIV века Бутон, оба они уроженцы Южного и Юго-Западного Тибета. Мила или Миларепа популярен своими песнями, известными ныне под названием «Песни Милы» или по-тибетски «Миле Гургум», то есть 100 тысяч песен Милы, хотя в печати их гораздо меньше. Тибетцы очень любят эти песни, странствующие певцы распевают их, растянув на стене картину из жизни и подвигов Милы, которого изображают в виде почти голого, истощенного физически человека, поющего песни, приставив правую руку к уху. Песни эти имеются в переводе на монгольский язык, изданном в Пекине. Бутон известен своими сочинениями по истории буддизма в Тибете, где вначале он дает краткую историю религии в Индии, а затем уже в Тибете. Он подробно перечисляет историю переводов с санскритского на тибетский язык священных книг. Все же в этот период буддизм, делясь на множество местных сект, не приходит в цветущее состояние, имея состоятельную жизнь в каждом из тибетских мелких княжеств, коих было до 13. При таком состоянии буддизма в Тибете является новая секта, которой суждено было занять в настоящее время господствующее положение среди всех других сект. Я говорю, конечно, о секте Гелукпа или Шасер, то есть
желтошапочное, основателем коей считается Занхава, автор настоящего сочинения. Теперь скажем несколько слов о нем и об основанной им секте. Вера буддистов в переселение душ устанавливает у них совершенно иной, чем у других, взгляд на происхождение и поведение каждого человека. Установив правило, что места переселения душ зависят исключительно от добрых или дурных дел человека в предыдущем виде, теперешние буддисты стараются угадать, кем мог бы быть в предшествующей жизни какой-нибудь выдающийся человек, отличился ли он добрыми делами, ученостью и тому прочее, или выделился отменно дурными делами в отношении особенно религии. Этот их взгляд теперь осуществляется двумя обычаями. Во-первых, отыскивать или стараться угадать, кто был в предыдущих перерождениях какой-нибудь выдающийся человек, и, во-вторых, отыскать того, в кого после смерти переродился такой человек. На этом втором обычае основано появление у ламаитов большого числа перерожденцев разного ранга. На первом же обычае основано то, что всякий биограф выдающегося человека старается разыскать на основании каких-нибудь данных предыдущую жизнь данного лица. Поэтому первый биограф Занхавы, его ученик и последователь Хайдаб Гылагбалсон, тотчас установил, кто прежде был Занхава. Может быть, под конец своей жизни сам Занхава давал немало указаний или намеков на литературные данные о своих предыдущих подвигах. Я не буду на них останавливаться, скажу только, что в веровании его последователей Занхава был подвижником при Будде Шакьямуни, и после него под разными видами появлялся среди людей и помогал распространению религии. В последний раз на нашей земле он переродился в того ламу, который стал знаменитым распространителем северного буддизма и основателем теперь господствующей в Тибете и в Монголии секты желтошапочников. О жизни и деятельности его скажу несколько слов, причем буду основываться преимущественно на оригинальных сказаниях. Год рождения его – огненная курица 6-го 60-летия после 1027 года, то есть 1357 года нашей эры. Днем называют 10 число 10-го лунного месяца. Здесь мы закончим 9-ю часть трудов Камбожаб-Цибикова. Занхава и его сочинение Лабрим Чинпо продолжим в 10-й части.